нам ничего не говорили, даже не кормили. Ну, хуй поймешь, для чего нас отправили, вообще непонятно. Что мы здесь пришли, просто подохли, как собаки. Но я хотел жить, понимаешь. Я же видел, вот, ребята все мертвы. Еще там всю ночь бомбили, там, видно, что 300-е, не 300-е раненые. Или перед смертью просто вот так покричал и все, умер. Мне тоже вот лежа, я тоже думаю, что я жить хочу, а не так в один день умереть. Понимаете? Нет, я наоборот себя счастливым человеком считаю, что сразу сдался, даже не стрелял, даже не присели на украинцев, понимаете? Я счастлив. 7 лет инвалидном бараке тоже. Все надоело, короче. Одно тоже, короче. А хотелось как-то освободиться. Вот 7 лет отсидел, 6 осталось. В своем городе начальника ФСБ звали. Ну, озеро не поделили. Он пришел и нам с тестем, мы же в палатке были, он начал нам угрожать, короче, уйдите, я пришел отдохнуть, и вы мне мешаете, типа. Климов, Николай Климов, ну он год старше был, 68-го, полковник. Меньше на одного полковника ФСБ. Хвалю. Вот там тоже полиции были рады. У нас вообще толком не кормили. 0,5 день вода. Вот. Полторашка на троих. И тушенка на троих. И все. Больше нам ничего не давали. Или давали, или эти другие маленькие командиры наши, все они кофе, не кофе, сахар, не сахар. У них все было. А у нас только вот это. 0,5 и треть тушенки. День, сутки. Сказали, пошли на это поселок или деревню надо брать, там всего 3 пулемета стоят, не могут взять. Вот сегодня доберемся нормально и отдохнем, потом с утра вот, типа атакуем вот эту. И нас ночью, короче, накрыло. Мы не успели. Прикинь, 90 с чем-то человек. Все у нас накрылось, короче, темнотой. И мы в этой лесополосе остались, и ночью нас захуярили. Вот эту лесополосу. Ну вот, Дига-баба, дроны, еще артиллерии прилетали. Я говорю, ребята, я больше не могу, когда падаю, еле-еле стою. Даже автоматом упираюсь, еле-еле стою. Я здесь где-нибудь заночую, потом завтра вас догоню. Не догоню, короче. Вы идите, и, короче, вот это, я больше не могу. И все, лег там. И потом начался вот это. Где мы пришли, вот эту лесополосу, начали уже бомбить. Какова судьба тех двоих, которые были вместе с тобой? Но я их утром мертвых нашел. Я даже их не трогал. У одного живот порвало, у нашего командира лицо вообще черное было, сгорело. Вообще не узнать, кто они такие вообще. Черные, шеи завернуты вообще куда-то. Вот все. Черные. Это в лесополосе или на дороге было? Это в лесополосе. Ну, мне сразу вот пару метров, и ребята, иди сюда, типа, мы свои. И я еще сразу видел, что они в шлеме, еще это, зеленый. Я сразу узнал их и сразу автомат бросил. У меня даже пальчики не могли работать тоже тогда. Я сразу бросил. Ребята, я сдаюсь. Я стою вот так. Я сдаюсь, ребята.
Я воевать не хочу.